Заслугами и деятельностью этих людей по праву может гордиться не только Ингушетия, но и вся Россия. Праздничное утро начинается с церемонии вручения госнаград. В Большом мраморном зале славы в администрации главы в этот по-настоящему праздничный день собрались люди самых разных профессий. Политики, общественные деятели, спортсмены, деятели культуры и те, кто внес весомый вклад в становление и развитие республики. В приветственной речи глава региона отмечает, за 25 лет в республике произошло немало положительных перемен, и к юбилею Ингушетия подошла с хорошими показателями во всех сферах. Такой результат именно их заслуга. Традиционно в годовщину образования республики мы чествуем лучших представителей нашего народа с вручением государственных наград. Мы к юбилею республики подошли с хорошими результатами, и показатели по всем направлениям довольно внушительные, впечатлительные, поэтому и награждаемых много. Поэтому мы награждение государственными наградами переносим или разделяем на 3 этапа. И сегодня, и до конца года еще 2 раза. В том числе мы в этом году в честь 25-летия республики утвердили юбилейную медаль. И, конечно, среди награжденных в том числе присутствие большого количества и сегодня, и в дальнейшем общественников, простых граждан с различных регионов Российской Федерации, в том числе наших соседних братских республик. Ордена за заслуги, почетные звания, грамоты, юбилейная медаль 25 лет образования Ингушетии. Каждая награда находит своего героя. Их, главных виновников торжества, глава региона награждает лично. Одним из первых за многолетнюю плодотворную трудовую и общественную деятельность и в связи с 25-летием образования Ингушетии награждают помощника советника главы республики Магомеда Албагачиева. Албагачиева Магомеда Османовича, помощника советника главы республики Ингушетия. Дал шикаятымыз yok diyor. Tehde silak dokuş, doluş, teşim buluş, vahar meşe doluş diyor. Adamlar da lor bir nız lolbayın. Son dökçe diyor. Barkıl Allah'u tabi mehtiyane. Mehtiyan bunu Allah boğuluş ve diyor. Правительство, министерство boğuluştu. Moskva ve kamını yemek lor bir yemek diyor. Halk gidiyor bu bir. Detaylı. Эти люди на протяжении десятилетий день за днем строили нашу республику, приближая праздник очередной годовщины. И по праву могут гордиться собой, как гордится ими весь ингушский народ. В зале не только главные виновники, но и гости из соседних регионов. Их награждают юбилейными медалями, в их числе руководитель Миннаца Чеченской Республики. Что ингуши, что чеченцы, это не просто войнахи, это не просто великий неделимый народ. В одном только этом слове «война» кроется великий сакральный смысл. В нем кроется великое духовное наследие, которое формировалось здесь, в океане страстей и исторических коллизий, вбирая в себя самое лучшее, самое доброе, самое великолепное из Передней Азии, Месопотамии, собственно, здесь, на Кавказе. Это очень великое слово. И вот эти совсем незаметные, практически незаметные отличия в традициях, в истории, в культуре вдруг превращаются в великую, непреодолимую силу на рукояти боевого кинжала, когда речь заходит о чести, достоинстве и защите наших великих российских границ. Спасибо. За заслуги в развитии и укреплении ингушской государственности, многолетнюю плодотворную трудовую и общественную деятельность Юнузбек Евкуров награждает директора национальной телерадиокомпании «Ингушетия» Куреша Агасиева. По историческим меркам 25 лет срок небольшой, но это огромный промежуток времени для жизни одного человека. Я начал работу здесь, в Ингушетии, еще с 92 года. Вот все эти 25 лет мы вместе работаем, вместе созидаем. Республика проделала огромный путь, сделала огромный рывок вперед. И сегодня, вот в день 25-летия, я хочу поздравить всех нас, всех жителей республики, которые все, что сделано, все это дело воплощали в жизнь. Заслуженную награду вручает медработникам и культурным деятелям, которым сегодня присваивается звание народного артиста. Для главы администрации Назрани Алихана Тумгоева такая награда прежде всего стимул работать еще усерднее. На сегодняшний день у нас есть все институты власти. Есть парламент, есть правительство, есть глава республики.
Что бы я мог пожелать нашему народу, всем жителям Республики Ингушетия? Единение, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Уважайте нашу родину, она у нас одна. Среди награждаемых также работники образования, здравоохранения, юристы, экономисты, общественные деятели, мастера пера и кисти. Для многих такая награда стала неожиданностью, но признаются очень приятной. Какой путь прошла наша республика за период своего становления? Все мы с вами сегодня наглядно видим по нашей республике. У нас идут великолепные стройки, школы, садики, чего только сегодня в нашей республике нет. И это, конечно, за это нам всем, конечно, нужно поблагодарить руководство нашей республики. А что касается сегодняшней даты, конечно, я хочу пожелать нашему ингушскому народу, нашей республики, в первую очередь мира, процветания, добра, ну и дальнейшего вот такого же скоростного экономического и социального развития. Я хочу сказать, что я очень счастлив и горжусь тем, что уже 22 года имею честь и возможность служить своему народу. И сегодня мы отмечаем не только 25-летие республики, мы отмечаем два события, потому что мы не только республику создавали заново, а мы одновременно строим и строили свою столицу, древний кавказский центр, город Магас. Это далеко не каждому народу удается одновременно создавать республику и строить свою столицу. Очень было приятно получить такую высокую награду, особенно с рук главы республики Юнусбека Бамтгиреевича. Поздравляю нас всех с 25-летием республики. Конечно, всем желаю мирного неба, потому что все, что было, я уже помню, знаю. Беркатьёльва республика. Конечно, за эти 25 лет у нас очень сильно развивается спорт, можно сказать, все направления. Строятся спортивные комплексы. И честно, вот даже не то, что 20 лет, за последние 8 лет уже 3 олимпийских чемпиона у нас. Это показатель большой. Церемония награждения, проводимая в рамках празднования 25-летия со дня образования Ингушетии, разделена на две части. Кроме общественных деятелей, во второй части глава Ингушетии Юнусбек Евкуров юбилейными медалями награждает высокопоставленных чиновников и глав северокавказских регионов. Первое слово предоставляется полномочному представителю президента России в СКФО Олегу Белавинцеву. Полпред поздравил республику от имени президента Владимира Путина и отметил, что ингуши народ с многовековой историей и, несмотря на свой юный возраст, занимает особое место среди субъектов России. Сегодня в этом зале присутствуют люди, благодаря которым ежедневно создается и приумножается богатство нашей страны. Вы собственным примером утверждаете значимость ответственного, добросовестного труда и достойность самого искреннего уважения и признания со стороны российского государства и общества. Работа каждого из вас вносит существенный вклад в увеличение социально-экономического потенциала не только Республики Ингушетия, но и Российской Федерации в целом. Сердечно поздравляю всех вас с высокими наградами Родины и желаю дальнейших успехов, всего самого доброго. И снова награды. На этот раз многолетний труд виновников торжества отмечают почетной грамотой президента России. В их числе руководитель администрации главы Ингушетии, художественный руководитель Республиканского дома народного творчества и еще несколько человек. Позвольте искренне поздравить всех с 25-летием образования Республики Ингушетия. Благодарю руководство государства российского за высокую награду, в основе которой лежит труд моих незабвенных учителей. Юбилейной грамотой за вклад в социально-экономическое развитие региона, активную общественно-политическую деятельность Юнусбек Евкуров награждает полпреда Олега Белавинцева, глав Дагестана Рамзана Абдулатипова, Республики Крым Сергея Аксенова и других почетных гостей. Госнаград за сегодня удостоились 120 человек. Владимирова Владимира Владимировича, губернатора Ставропольского края. Морозова Сергея Ивановича, губернатора Ульяновской области. До конца года планируется еще несколько церемоний, на которых будут награждены заслуженные деятели самых разных отраслей, стоявшие у истоков становления республики и видные ингушские и российские общественные деятели.
Юсуп Гелисханов, Капурчах, Киев, Сурхо Кусиев, Новости 24.